Всего 14 докладов включено в пленарную часть научно-практической конференции на тему «Современные методы и технологии профилактики наркомании в системе образования». Свои научные работы представили студенты различных факультетов университета, в том числе медицинского, исторического и агроинженерного. Хава Тамбиева, третьекурсница медфакультета, в своем выступлении о лирике как новой форме наркомании продемонстрировала небольшой фильм. В нем на примерах реальных событий отражен ужасающий эффект этого оптичного препарата. Молодые люди под воздействием лирики жестоко убивали людей, что в нормальном состоянии никогда не сделали бы. Задержали по горячим следам. Он особенно не сопротивлялся, так как находился под воздействием сильных психотропных веществ. Продолжила тему о аптечной наркомании студентка 4-го курса Алиса Катиева. В своем докладе об относительно новом виде наркомании девушка представила основные виды препаратов, которые чаще всего применяют не по назначению. Например, куаксил – лекарство, применяемое в качестве сильного антидепрессанта или лечения алкоголизма. Наркоманов, увлекающихся этим препаратом, называют куаксильщиками. В завершении своего выступления девушка привела аналитическую статистику распространения наркомании у нас в республике. В Ингушетии в прошлом году на учете состояло 289 лиц с диагнозом наркомания. По информации регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, на 100 тысяч населения в республике приходится в среднем 63 наркомана, что в 6 раз меньше, чем в России. Однако следует учесть численность населения Российской Федерации и в нашей республике. На нашу маленькую республику это серьезное соотношение. Менее распространенными, но не менее опасными являются синтетические наркотики. Они также стали предметом обсуждения на конференции. Зарифа Тимурзиева рассказала об одной из разновидностей – соли. Звучит безобидно, но на деле вовсе не так. Распространители продают соль в виде подкормки для комнатных растений, либо в качестве морской соли для ванн. Благодаря подобной хитрости эти опасные вещества проникают на свободный рынок и губят миллионы жизней. В составе соли присутствует мефедрон, либо его производные, которые относятся к сильнейшим нейростимуляторам. Действовать наркотик начинает очень быстро, уже через четверть часа, в связи с чем нередко соль называют спидами, с английского скорость, либо скоростью. Кроме того, студенты Ингушского госуниверситета в своих выступлениях затронули проблемы распространения наркомании среди подростков и обсудили методы борьбы с наркопреступностью в России. Главной целью научно-практической конференции являлось обозначить, насколько велика проблема наркомании в современном мире и предостеречь молодое поколение от губительных наркотиков. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24.